صور صحت ألخص صحت ما ردحت موتش عيدرس قويت شو سبريغ يحقا تباغر بينخ برقش كورش كلاحتر Ханс, война на Кавказ, гуги войн хэтыш. Индира Албогачиева с балладой о часах Али Хашагульгова выступила первая, и в поэтическом конкурсе она участвует впервые. Поэтому немного волновалась, признается девочка. Выступить решила с произведением, которое ей давно полюбилось. Зачем я выбрала стихотворение Саат Агдола баллады? Потому что мне оно понравилось, и я раньше читала его. У него такая атмосфера после времени депортации, как люди радовались, как шок этого человека после того, как его часы начали работать. Эта атмосфера мне понравилась, и мне очень легко далось это стихотворение. Каждое выступление как полноценный моноспектакль. Участники подкрепляют образ как умеют и на что хватает фантазии. У кого-то это костюм, а у кого-то музыкальное и видеосопровождение. Отдают предпочтение в основном ингушской классике. Оно и понятно, свое ближе. Больше 40 участников, на каждое выступление не больше 10 минут. Постараться передать чувства в стихах не так сложно. Другое дело проза. Ироничный рассказ Михаила Зощенко «Матрёнища» явно пришелся по душе как самому выступающему, так и зрителям в зале. Приблизительно жил человек, а тут заболел еще. И не то, чтобы он ногой не мог двинуть. Ногой-то он мог двинуть. Но знаете ли, ослаб он, как бы это вам сказать, душевно, ну вот психологически. Но прямо-таки собрался человек помереть. Дауд Кациев надеется, что у него получилось отлично выступить. Поддержку зала он точно чувствовал, и это ему помогло. Произведение Михаила Зощенко я выбирала не сам, мне помогали в этом. Произведение мне самому понравилось, потому что оно смешное и грустное. Эмоции мне получилось передать другим людям. И я делал то, что мне говорили учителя. Конкурс молодых поэтов и чтецов учредили и организовали Госфилармония и Министерство культуры Ингушетии. Участником литературных баталий мог стать любой желающий от 7 до 55 лет. Главное условие – произведения должны быть на ингушском или русском языках. Это стихотворение Кайсана Кулиева. «Сон зимней ночью» я рассказывала сегодня, ну а завтра я пойду в Нальчик и там расскажу, говорю в пути. А вот сегодня стихотворение «Сон зимнюю ночь». Почему ты выбрала именно это стихотворение? Ты сама его выбирала? Я его сама выбрала. Мне он очень понравился, потому что там говорится о снеге, о том, что краснеют тюльпаны. Грамотная речь, артистизм, художественный образ и глубина проникновения. Жюри оценивает конкурсантов сразу по нескольким критериям. Очень сложно всегда сложно отмечать лучших, выбирать лучших, тем более определить 3 места, главных 3 места, очень сложно. Я бы дал, наверное, хотя бы 30 мест, чтобы не были обделены. Дети очень талантливые. Прослушав всех конкурсантов, жюри начинает совещаться. Им предстоит определить 3 победителей, которых наградят дипломами и грамотами. Через 15 минут они оглашают свой вердикт. Лучшими из лучших становятся Дауд Кациев, Раяна Ибрагимова и Самира Кациева. Тамара Хашагульгова, Рамзан Зурабов, Новости 24.